Здравствуйте. Разрешите вас поздравить с новой должностью в роли министра иностранных дел нашей республики. Здравствуйте. Хотелось бы, Спасибо. хотелось бы такую небольшую биографическую справку для наших зрителей озвучить. Вы по образованию дипломат. Насколько мне известно, закончили дипломатическую академию МИДа России, но первое ваше образование — это факультет МГУ по специальности политология, и вы являетесь ко всему еще и политологом. И я думаю, что как раз именно это и дает такую вам возможность мыслить шире, глубже, да, с оценкой на исторические какие-то моменты и выстраивать какой-то такой стратегический грамотный диалог непосредственно в своей дипломатической уже деятельности. Достаточно длительный период вы являлись торговым представителем Республики Абхазия в Российской Федерации. Также не могу не отметить, что вы ведете активную политическую деятельность, и в 2019 году вы баллотировались в качестве вице-президента Республики Абхазия, а затем уже в нынешнем году вы баллотировались в качестве президента нашей страны, да? Участвовали в выборах. Учитывая ваш такой богатый бэкграунд, я думаю, что нынешняя деятельность в Министерстве иностранных дел будет для вас достаточно легкой, так как вы являетесь дипломатом и по профессии, и по ментальности, как мне кажется. Хотелось бы поинтересоваться, на какие основные направления вы будете опираться в своей деятельности и каковы, на ваш взгляд, приоритетные задачи вашего ведомства? Во-первых, спасибо за поздравления. Во-вторых, не уверен, что будет легко. Настраиваю себя и коллектив Министерства иностранных дел на очень серьезную, нелегкую, но главное поступательную, скрупулезную работу. Одно из важнейших ведомств, безусловно, в нашей стране, учитывая то, что наша страна является частично признанным государством, разумеется, это накладывает еще и дополнительные обязательства по активизации процессов на международной арене. Мы должны быть более активными, более наступательными, если хотите. Мы должны с очень большой самоотдачей трудиться над реализацией тех целей, задач, положений, которые нам диктует сегодня время. И наше место в сегодняшнем мире, место нашей страны. Ну, разумеется, это очень ответственная работа, это очень ответственная должность. Я полностью отдаю себе в этом отчет. Приоритеты, которые мы расставляем в своей деятельности, выстраивая рабочий процесс, они, конечно, очевидны. Министерство иностранных дел – это ведомство, которое должно готовить для высшего политического руководства страны, ну, будем говорить прямо для президента страны, те или иные решения, те или иные прогнозы, которые лягут в основу внешнеполитической деятельности государства. Основные направления, они уже исторически сформированы деятельности нашего ведомства. Конечно, важнейшим для нашей страны, для ее граждан, жителей Абхазии является всестороннее сотрудничество с нашим главным союзником, стратегическим партнером, страной-другом Российской Федерации. Здесь двух мнений быть не может. Это наш абсолютный приоритет. Именно об этом мы и говорили в предварительных беседах с президентом до того, как состоялось мое назначение на пост министра. Разумеется, есть еще ряд важных направлений во внешнеполитической деятельности, которые, я считаю, необходимо усилить и развить. Туда нужно направить весьма серьезный потенциал усилий и нашего внимания к этим направлениям. Нужно сказать, что
динамика процессов, которые происходят в международной жизни в мире, она диктует нам необходимость того, что нужно очень быстро, но при этом, опираясь на экспертные оценки, на трезвый прогноз, реагировать на изменения конъюнктуры в мире. Время от времени, и это абсолютно объективный процесс, появляется среда, при которой в том или ином регионе возможны при очень настойчивой, правильной работе при помощи наших российских коллег возникает возможность для более широких признаний государственного суверенитета нашей страны. Вот эти моменты очень важно не пропустить. Эти возможности, это окно возможностей нужно использовать очень оперативно. И здесь как бы нет места раздумьям, делать или нет. Необходимо пробовать. Мы должны быть настойчивыми, мы должны быть заряженными на достижение подобных результатов. Говоря о сотрудничестве, возвращаясь к сотрудничеству с Российской Федерацией, конечно, хотелось бы мне, как руководителю Министерства иностранных дел, видеть поступательное развитие нашей деятельности еще в нескольких направлениях. Разумеется, интересует самая широкая кооперация с Россией, сотрудничество и интеграционные процессы в экономической, политической, культурной сферах. И везде координатором в той или иной степени, в некоторых направлениях медиатором этих взаимоотношений, конечно, является Министерство иностранных дел. Это бесспорно. Одно из важнейших направлений работы я определяю как сотрудничество с регионами Российской Федерации. И мы это обсуждали и с президентом, и с нашими российскими коллегами. Это очень важный пласт работы, который необходимо наполнить реальным содержанием. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у Республики Абхазия заключено более 80 соглашений с субъектами Российской Федерации, с различными регионами. Подавляющее число этих регионов – обладатели очень серьезного потенциала экономического, человеческого, интеллектуального, финансового. И поэтому наполнить реальным содержанием сотрудничества с этими регионами России для нас крайне важно. Вот около 80, как я уже сказал, соглашений. Те из них, которые наполнены реальным содержанием, можно перечислить очень быстро. Поэтому здесь очень серьезное поле для деятельности, для нашего взаимодействия. И на этом мы намерены сконцентрировать очень серьезный потенциал усилий. Какие, на ваш взгляд, существуют возможные механизмы в контексте международного права для признания независимости нашей страны другими государствами? Вот, что бы вы могли бы назвать? Я хочу сказать, отвечая на этот вопрос, в преамбуле очень кратко. Все историко-правовые основания для признания государственного суверенитета Республики Абхазия объективно существуют. Их нужно только заметить и взять во внимание. Возьмем пример Косово. Ведь там историко-правовых оснований для признания этого образования субъектом международного права и так далее, как минимум не более, чем у нас. Да, наши аргументы намного более весомыми. Наша историческая правда, она очевидна при объективном рассмотрении. Я думаю, что, конечно, как я уже сказал, надо стремиться к, возможно, более широкому признанию. Но при этом мое глубокое убеждение состоит в том, что признание приходит прежде всего к тем, кто состоялся внутри своего национального и государственного проекта. Когда страна самодостаточна, развита экономически, когда ее население образовано, защищено с точки зрения оказания заботы о здоровье своих граждан, когда страна идет поступательно по пути развития, выстраивает прагматичные, понятные отношения со своими соседями,
Мне кажется, вот это и является основанием для того, чтобы считать такое государство состоявшимся. Тем более, что у нас в этом плане есть очень значительное подспорье. Наш союзник и друг, Российская Федерация, планомерно и постоянно создает для нас вот это, как я уже сказал, окно возможностей, условия для того, чтобы мы развивались. При правильном, эффективном распределении своих сил, возможностей, компетенций мы, конечно, имеем все основания достичь устойчивого развития. Какова, на ваш взгляд, роль абхазской дипломатии в развитии нашей государственности? Ну, история абхазской дипломатии знает очень славные, в то же время очень сложные, трудные, порой драматичные периоды своей истории. Хочу напомнить, что Министерство иностранных дел Республики Абхазия было образовано в мае 1993 года. У истоков этого ведомства и, собственно, всей абхазской дипломатии стояли выдающиеся, не побоюсь этого слова, очень заслуженные наши политики, дипломаты, патриоты, каждого из которых я помню, разумеется, по имени и испытываю чувство горячей благодарности за их труд в самые серьезные, в самые трудные времена. Роль дипломатии невозможно переоценить. Исторически сложилось так, что государства общаются посредством дипломатических сношений. И здесь это несет для нас особую важную, жизненно важную роль. Потому что когда, мы с вами знаем, когда умолкает язык дипломатов, начинают между собой действовать военные, да, начинают работать пушки, да, к сожалению. Поэтому эту роль трудно переоценить. Я хотел бы сказать о том, что у нас есть возможности в этом направлении. При этом, к сожалению, мы не избежали некоторых упущенных возможностей. Думаю, что результаты сегодня могли бы быть при той помощи, при том ориентировании наших российских коллег. Я говорю сейчас хотя бы о латиноамериканском регионе, о регионе Латинской Америки, Южной Америки, Карибского региона. Конечно, мы могли быть уже представлены в некоторых международных форматах. И я думаю, вот опять же повторюсь, на этом требуется сконцентрировать значительный потенциал усилий. Здесь нельзя оставлять на потом что-то, нужно использовать любую возможность, не стоит лениться, нужно быть активными, перемещаться, посещать эти страны. Это не праздный туризм. Хотел бы, чтобы все это понимали. Это жизненно важная необходимость. Участие в как можно более широком числе аспект. Таких форматов и таких контактов. Именно на это мы и будем нацеливаться в нашей работе. Вот сейчас мы наблюдаем достаточно активно такую полемику со стороны грузинских властей о якобы оздоровлении взаимоотношений между Грузией и Республикой Абхазия, а также Республикой Южной Осетии. Как вы можете прокомментировать этот эпизод? Не раз уже высказывался на эту тему и скажу снова. Да, конечно, мы не оставляем без внимания те сигналы, как сейчас принято говорить, месседжи, которые нам периодически транслируют средства массовой информации о позиции грузинской стороны. Разумеется, с приходом во власть команды Бедзина Иванишвили устами своих руководителей, различных чиновников, вплоть до премьер-министра, грузинская сторона транслирует в сторону и Российской Федерации, и своих непосредственных соседей, соседних государств, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, свою потенциальную готовность на оздоровление существующих отношений. Ну, что могу сказать? Сам факт по себе, конечно, подобных заявлений, он похвален, но при этом, говорил и снова повторюсь, необходимы практические шаги. Например, отживший, он и раньше не имел особого смысла в существующих реалиях, но сегодня он вообще не выдерживает никаких
проверок фактами, временем, существующей реальностью закон об оккупированных территориях. Вне всякого сомнения, в самой Грузии здравомыслящие, национально ориентированные политики, которые не собираются плыть в этом фарватере Брюсселя и Вашингтона, возможно, особенно раньше, при нахождении у власти команды Байдена. Разумеется, эти политики сами прекрасно осознают всю архаичность и бесполезность подобного закона. Вот нужно начать действовать в этом направлении. Мы бы посмотрели, насколько велика решимость. Второй момент – это, конечно, необходимость взятия на себя обязательств по неприменению военной силы. Это тоже, с моей точки зрения, я уверен в этом, это был бы действенный шаг, который бы четко транслировал для мировой общественности и для руководства нашей страны, для руководства Южной Осетии, наших российских партнеров, готовность идти на реальные шаги, реально оздоравливать ситуацию с соседними государствами. После этого можно было бы думать и еще о чем-то. Но вот эти вопросы, вопрос о неприменении военной силы, мы намерены четко артикулировать в ходе регулярных контактов наших и наших партнеров в женевском формате. Это обязательно мы будем делать в ближайшее время. Олег Псасович, хотелось бы услышать ваше мнение дипломата. Как вы понимаете такое понятие, как независимость? Независимость страны – это совокупность множества факторов, главным из которых, мне представляется основополагающим, это внутренняя свобода народа, который населяет эту страну. Прежде всего, независимость – это самоощущение и целеполагание. Дальше идут уже те надстройки, о которых я говорил. Это устойчивое экономическое развитие, обороноспособность, воля к выстраиванию своего собственного национального и государственного проекта. В нашем случае, конечно, в Содружестве мы находимся в благоприятных условиях, имея надежного и мощного соседа, великую державу Российскую Федерацию, в Содружестве вот с такими союзниками и партнерами. Спасибо большое за беседу.